Воздадим Господу славу. Аллилуйя! Аллилуйя, Иисус! Слава Тебе, Господь! Мы благословляем, Господь, Твое святое имя, Господь. Дела рук Твоих благословляем, Господь. Ты скала, Ты прибежище, Ты Бог наш, на которого уповаем. Аллилуйя! Хвала Тебе, Бог наш, аллилуйя! Поприветствуйте друг друга, дорогие. Аллилуйя! Поприветствуйте. Аллилуйя! Аллилуйя! В Доме Божьем мы! Аллилуйя! Аллилуйя! И сегодня, дорогие, у меня... Вячеслав. Сегодня я, как мы пели, да, я приняла вызов. Аллилуйя! Аллилуйя! И слово мое о дружбе. Слово о дружбе. А почему о дружбе, как бы, я почему такое, да? Когда вот я получила просто вот это вот задание, да, что сегодня проповедую, я шла домой и просто спросила Бога, какая тема. Но тем, как бы, это я вообще, тем много. Откуда знаешь, какую тему взять, да? И проходила, просто говорю, и услышала о дружбе. И как раз проходила мимо школы, и там эти, дети хотя и не учатся, но они все равно около школы, либо любят школу, хорошие ученики. И они возле школы, и там вот мальчики, они же любят там вот вместе, как бы там это один на велосипеде, они тут вокруг. И прямо вот я увидела просто о дружбе, аллилуйя. И поэтому сегодня такое слово о дружбе. Аллилуйя. Я думаю, что тема дружбы – это важная, близкая тема и нужная тема. Аминь. Хотя, с одной стороны, она простая, с другой стороны, сложная. Теплое приветствие, рукопожатие среди братьев, объятия дружеские нам очень близко. Это все дорого и знакомо. Потому что мы в церкви, в Доме Божьем. Мы приветствуем друг друга. Реакция на звонок. Также, когда на телефонный звонок, да, это теплота, радость, приветствие от сердца. Это нельзя поделать. Но когда тебе звонят, да, тебе приятно, когда тебе звонят? Аллилуйя. Особенно сейчас номера высвечиваются, ты знаешь, что тебе звонит. Аллилуйя. Мало кто, наверное, может рассказать о дружбе, о настоящей дружбе в наше время. Не о той виртуальной, которая сейчас как бы, да, у нас вот все в интернете, все вот по каким-то сетям, по соцсетям, да. Но все, как бы такой настоящей дружбы, наверное, меньше и меньше. И послание 2 Тимофея, 3 глава. Второе Тимофея, 3 глава. Много закладочек у меня. Аллилуйя. Знай же, что в последние дни наступят тяжкие времена. Наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родители непокорные, неблагодарные, нечестивы и недружелюбные. И вот этот момент, один из моментов, да, недружелюбный. Вот такие 4 как бы раздела у меня есть по этой теме. Первое – это что такое дружба? Это определение ее, что такое дружба. Второе – это основа дружбы, богобоязненность дружбы или, в принципе, дружбы. Что является вообще как бы стержнем дружбы. Третье – это отношения друзей или отношения к дружбе. И четвертое – это проблемы дружбы. Есть такое. Хорошие друзья – это Божье благословение. Аминь? Аминь. Хорошие друзья. Определение дружбы – это бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные на доверии, искренности, взаимной симпатии, общих интересах и увлечений. И обязательным признаком дружбы
является уважение к мнению друга. Уважение к мнению друга. Здесь отражены важные детали и понятия дружбы. Это симпатия, искренность, доверие, бескорыстные взаимоотношения, помощь, взаимоуважение. И вот как бы мы можем вспомнить также, да, вот и из Библии, библейское такое определение дружбы из Библии. Это притча 17:17. Притча 17:17. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время дня рождения, да? Это очень здорово, да? Когда у тебя день рождения, у тебя пришли друзья. Ой, это вообще прекрасно. Но тут написано «явится во время несчастья». Друг любит, да? Здесь вот такие вот несколько у меня утверждений, да? Вот первое это друг любит не меркантильный интерес у него, да? Чем я могу попользоваться от друга? Вот именно стержень в дружбе является любовь. Иисус Христос использовал это слово «дружба» в своем понимании отношений с людьми. Вы друзья мои. А после чего это он сказал? А после того, что нет больше любви, если кто положит душу свою за друзей своих, это жертва. Друг любит вне времени и обстоятельств. У него нет, как бы, да, сегодня он любит, завтра тебя не любит, завтра он тебе, как бы, к тебе хорошо относится, завтра куда-то плохо. Друг любит во всяком. Не бывает таких моментов, что у друга пропадает настроение или чувство к тебе. Друг любит всегда. Здесь друг может быть как родной брат. Это то, что нам близко, да, генетически, что может чувствовать, кто может быть в наших проблемах и переживаниях. Друг ближе, роднее, чем брат. И это утверждение «друг явится», и это слово «явится» имеет не просто значение, да, как какое-то привидение явится, да? Но здесь мы можем просто вот это можем использовать такое как бы понимание, да, в медицине. К такому относится явление, как помощь в природах. Есть люди, ответственные за роды, это акушерки, которые ответственны за этот момент, принять роды, прийти и быть очень важным, очень нужным в конкретной ситуации. И друг явится во время несчастья. Как у меня тоже была вот ситуация, да, еще по молодости, когда я еще не была замуж, когда у меня своей семьи еще не было, у меня была подруга, мы дружили, и вот у нее случилось несчастье. Они здесь жили, в этом городе, и случилось несчастье, у нее погиб брат, он ходил в рейс, как дальнобойщик, да, и случилась такая ситуация на большой машине, он разбился. И вот приехали родственники, как бы тут собрались они и решили везти на родину. А эта моя подруга, она только родила, как бы ребеночку было совсем маленький ребеночек, там, наверное, не знаю, недели, полторы, наверное, маленький. И вот мы как бы пришли, ну, подружки к ней, как бы там, ну, выразиться болезнь, как бы побыть с ней. И такое мне пришло просто, вот как бы это, я думаю, это ребеночек маленький, сейчас они поедут, это было уже лето, жаркая такая погода. И я думаю, ну как вот она поедет с этим ребеночком, думаю, там суета, вот эта вся эта, народ. И я как бы вот пошла в комнату, она как пошла к ребенку, я тоже зашла к ней, я говорю, это, я предложила свою помощь. Я говорю, я предлагаю оставить этого ребенка мне. Она, конечно, очень была удивлена, потому что у меня нет своих детей еще не замужем, молодая, еще неопытная как бы в этом. Но я говорю, оставь мне, говорю, этого ребенка, свою дочь.
Но она говорит, я не знаю даже, как это, ты, говорит, как бы подумай, в общем, это... Ну, она рассказала своему отцу, ее отец как раз тоже приехал, он такой серьезный человек. И он меня тоже позвал в комнату и спросил меня, как бы, вы, говорит, точно решили, говорит, как бы это, вот этот вопрос, как бы это, взять эту ответственность, это же ответственность. Вы, как бы, у вас нет семьи, как вот вы справитесь, как бы там это. Но я вот точно внутри знала, что справлюсь. И знала, что это хорошее дело, как, ну, не знаю, как бы мне не было какой-то меркантильный, какой-то там вот, какой-то там задней мысли в этом плане, да. И я согласилась, но они сказали, если передумаешь, мы не обидимся, мы все как бы это поймем тебя, все, ну, это, ну, я, конечно, потом им ответила, что да, я согласна, я не передумала. И ко мне привезли этого ребеночка, и я вот с ним была. Это было что-то, конечно. Ребенок маленький, конечно, у меня опыта нет. Ну, слава Богу, я справилась. И это моя подруга, которая должна была приехать. Ну, я же работала тогда. Я уже работала. Хотя вот и мои подружки были подружки тоже. Были подружки. Они учились вместе, они на год старше меня. На курс. Ну, как бы на год меня старше, да, и они были уже, ну, мы уже закончили все, и они были однокурсники медицинского факультета. И они как бы не проявили такое-то, а я вот как бы взяла такое на себя. Но я, конечно, не думала, что мне будут приходить кто-то помогать, эти подружки те же, да, и там у нее были даже друзья, даже постарше, и они были многодетные, у них даже 3 детей было. Я не ждала как бы такой помощи, что они будут приходить, сейчас будут тут мне помогать, нет. Я как бы, мне надо даже, может быть, и не очень-то и хотелось, что вот это вот лишняя суета какая-то. И я, в общем, осталась с этим ребенком, и на работе как бы у меня начальник тоже был, конечно, удивлен этим моим решением. Он говорит, подумайте, как бы это не так просто, вы же молодая. Я говорю, нет, вот я решила, говорю, пожалуйста, вот дайте мне, говорю, вот там, сколько она там просила меня, 10 дней, что ли, вот, побыть, ну, она приедет. Я взяла, на это время мне начальник разрешил, я написала рапорт на эти дни, и он мне дал как бы добро, и я вот осталась с ребенком. Но время проходит, а ее нет. Ее нет, она немножко задержалась, немножко там порядком. Я с этим ребенком, я вот нянчилась. И вот такое было, вот такой, как бы это. И она, конечно, была очень, конечно, мне благодарна. И она даже говорила, что там, даже я никуда поехать на родину, когда вы узнали, где ребенок, но они ждут, я с ребенком приедет. И она сказала, что оставила подруги, которые еще не замужем, которые нет семьи. Они были, конечно, очень удивлены прям таким поступком. И прямо она вот, меня прям такая шагона, прям вот, что я такая подруга, верная такая, вот такая вот. И я всегда говорю, да хватит тебе, говорю, уже хватит, это все уже забылась, уже такая тема уже. А она постоянно, при любом случае, она всегда это, и моему мужу потом будущему тоже рассказала, какая я верная, как я ее выручила в этот момент. Ну, аллилуйя! 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 И этот первый вот этот раздел, да, определение дружбы, и мы можем где-то себя проверить, думать, точно ли я являюсь другом, или точно ли этот ли человек является для меня другом, или что является сутью наших отношений среди этих людей, с кем мы дружим. Второй раздел – это основа дружбы. Итак, книга Даниила. Книга Даниила нам открывает, друзья, 2 глава, 13 стих. Так, 2 глава, вкладочек много. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищи его, чтобы умертвить их. Здесь не говорится, что это были друзья. Друзья, уже это мы как бы, да, уже делаем вывод, что они друзья. Слово «товарищ» имеет также значение. Человек,
связанные естественными обстоятельствами. Во-первых, национальными. Они были порабощены в чужую страну, как бы, да, вот мы читаем Даниила, да, они были порабощены в чужую страну, они оказались как бы заложниками ситуации, и они были вместе. Эти люди объединились условиями жизни, они были пленниками, собранными вместе. Их собрали изначально, и этих людей объединили, и объединяло единство статуса. Мы читаем в первую главу откроем Даниила. Это было как отроки, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, понятливых для всякой науки и разумеющих науки и смышленых и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. Это первая глава, это 4 стих, 4. И вот они были отроки из княжеского рода, не имеющие недостатка, товарищи по обстоятельствам. В 6 стихе мы читаем: между ними были из сынов Иудиных Даниил, Авания, Мисаил и Азария. И тут мы дальше читаем, что мы дальше будем уже по-другому, как бы, называть, которыми имена переименовали. И переименовали вначале евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидраком, Мисаила Мисаком и Азарию Авденагом. И вот они как бы, да, среди них, возможно, их было очень много, конечно, вот израильского племени, да, но только 4 вот этих парней, которые оказались в этих дворцах, чтобы их обучать мудрости. Только 4. И среди всех были эти 4, которых объединяли дружеские отношения. Древние люди говорят, что единомыслие создает дружбу. Аристотель сказал так: друг – это одна душа в 2 телах. Основой дружбы становится не только обстоятельства, не просто обстоятельства, а основой является тот внутренний мир в жизни человека. Можно увидеть это и в истории 2 людей, о которых мы говорим в Библии, это друзья, кого мы сразу, конечно, можем узнать, да, друзья, из Библии. Это Давид и Йонатан. С чего началась их дружба? Давайте откроем 1 Царство, 18 глава. Первое Царство, 18 глава. Первый стих. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Йонатана прилепилась к душе его, и полюбил его Йонатан, как свою душу. С чего началась их дружба, да? Которая объединила 2 совсем разных людей, у которых разный статус, возможно, разное образование, может, разные возможности или способности, но эти 2 человека полюбили друг друга. Эти люди не были раньше друзьями, они, может, даже не замечали друг друга, хотя могли находиться где-то вместе, рядом. И вдруг эти 2 человека становятся друзьями. Здесь написано: когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Йонатана прилепилась к душе его. Душе его. Это после того, когда Давид выступил в борьбе с Голиафом. И вот закончился этот поединок, Давида привели к царю Саулу, поговорить с ним, и после этого разговора, вот именно, интересно, что после чего-то люди начинают дружить. После какой-то ситуации, где-то они просто вот видят, что как бы вот они близки.
Интересно, что после чего-то, да, вот люди начинают, это было единство общего понимания, один взгляд на жизнь. Иоаннафан – это тот человек, которому не хватало дружбы, он нуждался в друге, который не мог найти человека, сердце которого, чтобы вот сердце которого бьется в унисон другого человека. И когда вот произошел этот поединок с Голиафом, Иоаннафан увидел человека, который мыслит точно так же, как он. Иоаннафан увидел человека, который любит Бога, точно так же, как он. Увидел Давида и Голиафа, и где Давид пошел во имя Бога. Это 14 глава, 16 стих. 14 глава, 16 стих. Ой, 6 стих, 14 глава, 6 стих. «И сказал Иоаннафан слуге оруженосцу своему: ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». Вот. И сказал он, как бы он жил таким же пониманием Бога, что может доверять Богу. Есть общий враг. У них есть общий враг, да? Людей объединяют общие враги, да? Разные люди объединяются и находят общую тему. Основой дружбы является тот внутренний стержень человека, жизни человека, одно упование, одна вера, одно понимание жизни, одно представление о каких-то обстоятельствах. Кто-то сказал, мы постоянно ищем одного от звука своей души, отзвука своей души в другом живом существе. И вот как бы симпатии, да, чувство, соответствие симпатии душ, и становится жизнь вот, по одному или одинаково понимают какие-то обстоятельства или какие-то их повреждения. И третье, вот отношения в дружбе. Жизнь Даниила, это, опять вернемся к Даниилу, да, это Сидрах, Месах, Абедnego. Можно увидеть несколько обстоятельств. Кто-то сказал, любить это не просто смотреть друг на друга, вот как бы за чашкой чая там, да, а смотреть вместе в одну сторону. И вот в жизни этих 4 людей было именно такое состояние, когда они смотрели вместе в одном направлении. Можно видеть 4 важных момента в жизни этих 4 друзей. Первое – это было единство целостной ориентации. Даниила, 1 глава, 8 стих. 1 глава, 8 стих. Даниил положил в сердце своем не оскверняться явствами со стола царства и вино, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И дальше вот мы видим 11-12 стих. Тогда сказал Даниил Амелсару, которого начальник евнухов представил Даниилу, Анании, имена Месаи и Сидрах, Месах и Абедnego, да? Вот к ним. И 17 стих. И даровал Бог 4 сим отрокам знания и разумения всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. Оказывается, все эти 4 человека взяли для себя главную идею, вот ценность, да, это отношение с Богом, отношение к личной чистоте, к людям, хранить мир внутри себя. И вот настало как бы время, да, других испытаний в этой ситуации, когда жизнь раскидала их, и пришло время, нужно было решать,
Кто пойдет в эту огненную печь? В 3 главе, 16 стих. Также Даниила, 3 глава, 16 стих. И отвечал Сидрах, Месах и Авденаго, и сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Вот суть дружбы людей, друзей, да, богобоязненные отношения, которые одинаково смотрят в сторону Бога и в сторону мира. Это люди, у которых один жизненный принцип, одни жизненные ценности. Следующее – это единство интересов и увлечений. И у Даниила 4:1-17. Но вот мы прочитали, да? Даниила 1:17 мы прочитали. Они были все вместе, когда позвали их служить, и Бог даровал им всем вот 4 отрокам, да, знания, разумения. Это мы прочитали. Даровал Бог 4 всем отрокам знания, разумения, всякой книги. А Даниилу еще и знания мудрости, разумения, всякого видения сны. Интеллектуальный интерес был важен. Если бы кто-то из них сказал: мне не интересно читать эти книжки, мне не интересно ходить на собрания, ходить на занятия, ходить на какие-то мероприятия, то такая дружба бы не смогла существовать. Они были вместе и стали разумнее с их интеллектуальным развитием. Тут мы, как говорится, да, мы можем сказать: кто твой друг? Скажу, кто ты. Легко людей проследить по интересам. Музыканты находят музыкантов, футболистов. Даже такой пример, вот, да, вот, может, вы слышите, кто-то уже даже рассказывал это. У мужа с женой как бы вот не было общих интересов, как бы вот, ну, житейские, конечно, вопросы они решали вместе, но не было вот какой-то общей вот темы, что ли, для разговора. И когда вот жена пришла к пастору, к лидеру обратилась, почему тогда, и он спросил, кем работает ваш муж. Она сказала, что он инженер, электрик, и на каком-то большом заводе. И вот он приходил домой, он ходил в свою там, это вот у него было там кабинет, здание, там что-то его там, короче, что-то там делал, в общем, вот это электрические, там вот, в общем, все эти, там неопыты, ну как бы вот это, по его, да, и читал книги на эту тему, все. И, но она, конечно, она была далеко от этой темы, поэтому, а у него прямо вот это вот влекло, ему надо было этим заниматься, видимо, так вот. И он ему подсказал этой жене, как бы пастор или лидер, да, к которому она обратилась, что вы можете купить, как бы, ну, начальную даже книгу, хотя бы представление иметь, в чем заключается его работа. И у вас будет что-то общее, какой-то разговор, тема общая. Аллилуйя. И вот, как бы, да, что дальше там вот, такой пример, да, вот такой у нас пример может быть, да. И интересный совет он дал, да. Если у вас не получается тоже дружить с кем-то, да, попытайтесь найти просто один общий интерес. Еще это единство переживаний. 13 стих 2 главы, когда вышло повеление, друг явится. Искали Даниила, мы читали, да, и его друзей, когда люди имеют одну какую-то проблему или обстоятельства. И показатель правильной дружбы, вот эти обстоятельства, это то состояние, когда я чувствую в жизни моего друга беда. Когда ты чувствуешь, да, что друг твой настолько отношения, да, когда чувствуешь даже беду. Как тоже такой пример, это в лодке
проблемы. Когда отдаляешься от горы, да, тогда ты видишь ее, когда от горы отдаляешься. И когда ты сильно вот отдаляешься от своего, да, и приводишь, то ты тогда видишь проблему другого. Единство в успехе. 2 глава, 23 стих. 2 глава, 23 стих. «Славлю и величаю Тебя, Боже, отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу, и открыл мне то, о чем мы молили Тебя, ибо Ты открыл нам дело царя». Дело царя. И эти вот 4, да, они вместе, друзья, они все вместе молились. Они просили об одной проблеме. «Славлю и величаю Тебя, Богу», да? Когда человек станет, и вот как бы, и позвали Даниила служить. И вот бывает такая ситуация, да, когда вот кто-то поднимается, да, то какое отношение у друзей может быть? Когда человек становится выше своих друзей, он может превратить их в своих врагов, если такие друзья, да? Потому что нам трудно радоваться успеху. Многие сочувствуют несчастью, и лишь немногие могут радоваться их успехам. В жизни Даниила и его друзей было по-другому. В их жизни. Потому что это были друзья, действительно, наученные Господом. Аллилуйя. Они вместе молились, вместе переживали. И когда пришла проблема, и когда пришло это решение в жизни одного, то они остались вместе. Они вместе продолжали радоваться. И человек, который приобретает успех, не должен забывать друзей. Нужно научиться радоваться успехам друга. 2 глава, 48 стих. 48 стих. «Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков, и поставил его над всей областью Вавилонскою, и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими». Поставили вот так Даниила. И вот этот третий раздел выражает дружбу. Это интеллектуальное единство, да, ценности единства и переживания, и единство в успехе. И последнее, это 4, это проблемы в дружбе. Как приобрести друга? Как избавиться от друга? Как сохранить дружбу? Отказаться от того, что нам может быть лишним и ненужным. Послание к Коринфянам апостол Павел пишет, можем открыть, да? Где написано: «Худые сообщества развращают добрые нравы. С кем поведешься, от того и наберешься». И 2 царство, да, это вот проблематичная дружба, там вот оно и друг его Иоаннадав, где он давал ему неправильные советы. И характеристика такого друга – это хитрый. Притча 21:10. Притча 21:10. Притча 21:10. «Душа нечестивого желает зла, не найдет милости в глазах его и друг его». Если у вас есть друг, и от дружбы с ним приходит только зло, надо убежать от такого друга. И он, Иоаннафан, да, для Анона был таким другом. Нужно, конечно, определять друзей, да, по их характеру. Если мой друг нечестивый,
то, конечно, с таким другом дружить как бы это, только молиться за него. Друг говорит: зачем тебе идти на собрание? Такой друг, да? Давай мы с тобой займемся каким-то другим делом. Конечно, не хорошим делом, вредным. Этот человек не дружба, этот человек не должен быть вашим другом. Дружба также и как приобрести хороших, богобоязненных друзей. Филиппийцам сказано: открывайте свои желания перед Богом. Если нет дружбы, помолиться, Господа попросить, да помоги мне иметь друзей, сам быть дружелюбным. Притча 18 глава, 24 стих. Притча 18, 24 стих. Притча 18, 24. Кто говорит? Так, притча 18, да, 18 глава, 24 стих. 18 глава, 24. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. И также вот 19 глава, 6 стих. Многие заискивают у знатной, и всякий друг человеку, делающий подарки. Делающий подарки. И в этом нет ничего плохого. Делать подарки. И просто мы можем тоже, да, делать подарки, делаем подарки. Цель, конечно, не подарок, а внимание и отношения. Даже шоколадка, ручка, телефон. Да, подарки. Последний момент. Как сохранить дружбу? Мы в жизни можем приобретать друзей каким-то образом, находить друзей. Книга, вот притча, 27 глава, 9, 27 глава, 9-10 стих. Притча 27, 9-10. Месть. Ой, мать, да, Аня, ну это не первое, а второй предполагает. Сладок всякому другу, всякому друг сердечный, советом своим. Не покидай друга твоего и друга отца твоего, и в дом брата твоего. Не ходи в день несчастья твоего, лучше сосед вблизи, нежели брат вдали. Сладок. Вот три, как бы вот такие вот, да? Как сохранить друзей? Сладок. Значит, участвуешь в жизни друга, участвуешь делами, участвуешь, да, советом. Там написано совет, да? Сладок, когда ты сладок всякому друг сердечный, с советом своим, правильным советом. Это очень, да, здорово, когда у тебя друг, который может тебе дать правильный совет. И когда вы увидели, что ваш друг унывает, посоветуйте ему что-то. Если друг стал гордиться, также посоветуйте ему. Может, сердечный совет другу будет для кого-то полезен. И вот в Риме, да, вот о гордости, да, в Риме, вот, как такой пример, как бы, когда триумфатор въезжал в город, когда его встречали, была дружная такая ликующая толпа, на его колеснице, за его спиной стоял раб, который говорил ему постоянно одну и ту же фразу: «Ты смертен, ты смертен». Постоянно говорил. Мы читаем, в первой главе это были, так, уже то. И вот как бы это, чтобы он не возгордился, да? И этот человек, этот раб, да, он выполнял великую функцию. Он не давал этому человеку возгордиться. Постоянно он говорил о том,
что он человек, и что он смертный, и что как бы гордость, да, это не есть хорошее. И мы обращаемся в своей помощи, да, когда вот нам трудно, обращаемся к своим друзьям. Делимся проблемами с друзьями. Друзья, бывает, видят то, что мы доверяем им. Это тоже важно, когда ты знаешь, видишь, что тебе доверяют. Это тоже как бы, да, вот, как бы и стимулирует, и как бы тоже дает ответственность даже. Вы можете разделить боль, вы можете им доверить. Если кто-то не имеет друзей, молитесь об этом. Делайте добро для своих друзей. Ищите верных, богобоязненных людей, с которыми вы вместе можете молиться, поклоняться Богу, искать чистоты, святости, с которыми можете разделить свои трудности и проблемы, с которыми вместе можете радоваться вашим успехам. Аминь. И вот как бы такое еще тоже в конце хочу сказать, прощать, да? Великодушное прощение скрепляет дружбу, подобно сварочному аппарату. Разорванные отношения становятся более крепкими, чем до конфликта. Аминь? Аминь. Все, спасибо. Слава Богу. Мы можем услышать и сами себя посмотреть, есть у нас вообще друзья. Это действительно так. Есть у нас друзья. И особенно есть у нас друзья в церкви. Аминь. У нас и там должны быть друзья, слава Богу. Это хорошее очень слово. Давайте мы коротко помолимся, и тогда возьмем, у нас сегодня как бы винегрет, это же хорошо, после чего-то еще что-то приходит. Господь, благослови во имя Иисуса Христа из Назарета услышать, что было сказано, что будет сказано, и принять во имя Иисуса Отец. Не отторгнуть. Аминь. Аминь. Я сегодня, вы знаете, хочу взять такую вещь. Она, я думаю, что она у всех есть, но в данный момент времени для церкви, я думаю, что это очень актуально. Это благодарность. И в другом контексте мы возьмем немножко, да? 1 Фессалоникийцам 5:18, давайте откроем. Там написано так: за все благодарите. Это было написано Фессалоникийцам. За все благодарите. И мы обычно благодарим не за все. Но что-то приходит, мы благодарим, а что-то приходит, мы не благодарим, потому что мы думаем, это вообще что такое пришло. Как бы так, да? Но на самом деле что-то приходит и уходит, и следующее что-то приходит. Разные сезоны бывают в нашей жизни, христианской жизни, духовной жизни, да? А Бог говорит нам: за все благодарите, потому что такова воля о вас, воля Божья во Христе Иисусе. Аминь. За каждый сезон времени, в каком ты находишься, за все нужно благодарить. И вы знаете, мы знаем это, но у меня вопрос: мы практикуем или нет? Вот в чем дело. Мы знаем это, мы все наученные, мы прекрасно знаем этот стих. За все благодарите. Но обычно мы благодарим, когда вот что-то хорошее, и мы вот благодарим: спасибо, Господь. А когда что-то приходит, какое-то, что-то я не понял, мы такие: нету там благодарности. Вы знаете, но в благодарности такая сила огромная просто. И вот в данный момент времени я верю, что нам нужно эту силу востребовать. И что-то изменится в духе. Аминь? Да. Знаете почему? Потому что вот смотрите, почему я говорю, что есть сила, да? А то на самом деле есть сила духовная, когда мы начинаем благодарить. Значит, я расскажу про себя. Значит, у меня выходили камни с 5 утра. Недавно там сколько-то времени прошло, они выходили, мне стало вообще... Я же не врач-уролог, я же не знаю симптомы и так далее, да? И вначале я вообще от боли и от всего я съежилась, мне стало страшно, и вообще я подумала: все, жизнь заканчивается, почки, наверное, кончились, и в общем, всякие мысли вот такие лезут. Лезут и лезут, бывает такое, да? Страшно, потому что ты не знаешь.
Когда не знаешь, страшно. Когда уже прошел, тебе уже, ну нормально. На тот момент времени мне было страшно. С 5 утра ходишь в туалет кровью, а она все больше и больше, все больше и больше и больше. И в общем, мне стало страшно. Потом Миша проснулся, я говорю, чуть не то. И я вызвала скорую. Ну, вызвала скорую, они приехали. И вы знаете, вот скорая приехала так быстро, я очень удивилась. Вот они зашли, я говорю о силе благодарности сейчас. Они зашли. И вот что-то они пишут, что-то делают, там что-то, у меня что-то спрашивают. А у меня внутри, я на них смотрю, они такие хорошие, Господи, такая врач хорошая, такая медсестра хорошая. У них такая работа тяжелая. Никто им, наверное, спасибо не говорит никогда в жизни. Я про себя вообще забыла. Я говорю, спасибо, что вы так быстро приехали. Я думала, вы в обед приедете, и вообще после обеда приедете. А вы так быстро приехали, спасибо большое. Я на них смотрю, они такие хорошие. И они прямо так стали располагаться. Потом медсестра там что-то делает, какие-то манипуляции, все, нам нужно быстро установить причину и так далее. Я говорю, спасибо, что вы все умеете делать. И они быстро-быстро поставили мне, ну, как бы диагноз получается. Думаю, специалисты же. Я говорю, спасибо, что вот этот самый. И они, я вот чувствую, что это что-то высвобождает. И во мне, и в них. Да? И они такие, я прям чувствую, что они прям хотят помочь. И они такие, мы сейчас там что-то в медцентре, сейчас напишем направление. Что-то в скорую положили, и там какие-то вот, там что-то с сердцем, ну, что-то делают. Я говорю, спасибо вам, у вас такая работа, наверное, тяжелые люди. Вам, наверное, никто спасибо не говорит. Нет, говорят. Но я очень хочу поблагодарить. И она все мягче и мягче становится. И я мягче становлюсь. Ну, как бы так. Я знаю, что это не я. Потому что до этого меня трясло вот так вот. Я подумала, все. Наверное, левая почка или правая почка вместе отвалились у меня, или там что-то случилось. Ну, какая благодарность? Вообще ни о какой благодарности там речи не было. Но это Дух Святой пришел. И так пошло все. Потом дочки в центр приехали, в лифте стояли, и я еще раз говорю, спасибо, что вы меня туда хотите, там с ними разговариваете, что я по-якутски, говорю, махта. Ну, благодарю. Вот. Ну, получилось так, что меня туда не взяли, сказали, там только тяжелых, а вы не тяжелые, меня в туда, короче, идите в поликлинику. В поликлинику приехали, там мама оказалась уже быстренько, да, и без очереди пустили к этому УЗИ. Ну, как бы, я всей очереди говорю, я же знаю, что это люди больные, пожилые, ну, немножко, может, у меня экстреннее, ну, не знаю. Я говорю, спасибо, что вы меня пустили. И это вот поток такой, идет, УЗИст меня проверяет, я говорю, спасибо, что вы это... Все вот льется, я знаю, что это не я. Вы не подумайте, что я такая. Идеальная, да? Да. Это был такой поток. Прям до конца он шел, потом врачу попал. И благодарю. И в конце концов у меня к часу или к 12, или к 2 все прошло. Они быстро все вышли, или что, я не поняла, ну или как что. Но они вот все как бы закончились. Ну, поставили обезболивающие и так далее. И я же говорю, Господь, спасибо тебе за этот день, что ты что-то показал. Спасибо, говорю. Скоро ехал, я же еще не знала там до конца. Я говорю, спасибо. Ну, вдруг у меня там все отвалилось. Я говорю, у меня такая классная жизнь, такая, ну, все-таки пожить хочу еще немножко. Но все равно я так благодарна тебе. И вы знаете, это просто высвобождает величайшую силу. Просто огромную силу высвобождает, когда мы благодарны. И внутри нас, в первую очередь, для нас это надо. И еще для тех, кому мы благодарны. Аминь? Кому мы благодарны. Они размягчаются. Мы живем немножко, как бы, не в то время, в последнее время, ну, хорошее время, когда люди становятся неблагодарными. Нам нужно это переломить вначале в себе. Знаете, и вот, вы знаете, вам нужно как бы практиковать. Скажи кому-то соседу, практикуй благодарность. Аминь? Зачем я это все говорю? Когда мы не практикуем, приходят другие вещи. И сейчас я вам хочу сказать, что вы меня не воспринимаете, что я хочу вас поругать или там палкой по голове дать. Я верю, что это от Духа Божьего. Ну, и когда кто-то что-то говорит, вы можете услышать. Аминь. Когда уходит благодарность, приходят, ну, другие вещи. И
мы сейчас о них поговорим, они очень серьезные, они очень совсем не от Бога, вообще совсем. И я хочу, чтобы вы меня сейчас восприняли правильно, в том смысле, что пусть я буду этим, который ставит вакцину, сейчас это модно, да, вакцину. Хорошо, или противоядие. Аминь. Что вначале происходит? Первое, что происходит, когда уходит благодарность. Мы начинаем, первое, что делать, мы воспринимаем все как само собой разумеющееся. Все становится привычным, да? Все идет, как бы время проходит, и мы все воспринимаем как само собой должное. Вот прославляющие поют и поют. И вы знаете, мы еще, вот я на своем примере, да, когда песни начали меняться, новые же сейчас песни, новые песни, да, и они, когда стали меняться, мне вот эта песня вначале действует, действует, думаю, что это песня? Но я так стою, мы же привыкли к другим песням, да, и у меня внутри, я начинаю на языках молиться в это время, да, и как бы что, я не должна, вот сейчас это неправильно, я молюсь на языках. Господь, я тебе все отдаю. Приходим домой, это маленькое такое недовольство. Приходим домой, и я у Артема спрашиваю, тебе, как тебе собрание? Ну, нормально. А что тебе понравилось? Прославление. Да ты что? А какая песня? Он говорит, действие, действие. И я такая, вот это, да, оказывается, что-то со мной не то, но как бы вот это вот, понимаете, да? Мы воспринимаем как что-то самой с собой разумеющееся. Видите, сколько аппаратуры? Чтобы мы можем быть благодарны. Спасибо тебе, прославляющим. Они зимой минус 50, минус 40, они в гараже забираются. Вы же знаете, где этот гараж находится, да? От остановочки-то не очень-то и близко. Там не 3 шага идти от остановки, и там фонариков-то и нету. И местечко такое-то как-то не камильфо. Холодно. И холодно там еще. И с видом на кладбище, и как бы... туалет есть или нет, я не знаю, но такое, а они собираются там и репетируют там. Плюс еще я знаю, что они скидываются там, поскольку-то, что, такие есть вещи, которые там менять надо и так далее, вкладываются финансово. Плюс вкладывают в инструменты, понимаете, да, на час раньше приходят, и мы такие, что ты песня какая-то, что Действует. что-то да, действует. И как-то вот мы такие становимся. Это неправильно вообще. Скажи спасибо вообще, что эти люди, они собираются, что они нас ведут. Они классные же прославления. Аминь, аминь. Можно было бы, а вечер хвалы вообще был супер. Это просто было что-то. Это бомбический просто вечер. Аминь. Да? Правда, вообще классно, так здорово. Мы можем быть благодарны. Хоть, ну ладно, там вот сегодня говорили, делают подарки, этот самый. Ну хоть спасибо же можно сказать. Да. Если Бог дальше тебя поведет, можешь сделать подарки прославляющим. А что? Это нормально. Это нормально. Аминь. Мы можем, вот нам не нужно вот это вот становиться. Ой, что-то само, что-то еще песню действует. Так не надо. Аминь. На нервы действует. Да. Аллилуйя. Как само собой разумеющееся, это такое в начале приходит, когда уходит благодарность. Второй шаг, который приходит, следующее, когда опять дальше человек идет, благодарности нету и так далее, да, человек становится таким оценивающим, ставит оценку. Ну, что собрание такое, так, по пятибалльной системе, так, между 3 и 4, там что-то, это вот. И мы такие становимся, ставим оценочку, то есть зацениваем. Это, вы знаете, это тоже очень это не от Бога. Мы можем быть благодарны. Аминь. То, что кто-то пришел на час раньше, кто-то тут ставил, ушли, еще люди остаются. Может быть, кто-то готовился. Не надо думать, что к проповеди готовишься, вообще трясет, если честно. Как ты же не будешь всякую всячину разговаривать? Понимаете, да? И мы потихоньку становимся чуть критичнее. Начинаем так, конструктивная критика – это нормальная, конструктивная критика, да? Это нормально. Но такое есть тонкая такая грань, когда человек становится
все замечает, прям все замечает. Вот это вот что-то, и прям и выпячивает, как ага, вот так выпячивает, и тогда наше сердце, оно еще более, ну, такое закрытое становится, понимаете? Это так, это не то. Аминь. Вот я вспомнила почему-то, я вообще не забыла так, как бы, ну, к проповеди готовилась, я вспомнила одну такую вещь. В Краеугольном прошло такое огромное собрание, конференция прошла, пятница, суббота, воскресенье. Так классно было, столько подготовки было вообще, ну просто. И конец такой был просто бомбический. Значит, собрание закончилось. Все такие, о, расходятся, и стоят две сестры, я подхожу, вообще классно. И одна сестра говорит, да, вообще, по-моему, такого, ой, сколько, ой, вообще. Знаете, что сказала вторая сестра? У нее еще лицо такое выражение было. Ничего особенного. А что? Ничего особенного. Мне стало так больно. Вообще, я даже мне язык не повернулся что-то сказать. Я поняла, что-то неправильно с ней. Понимаете? Два человека, одно и то же собрание прошло. Одно и то же вот это вот все прошло. Это было одно и то же. И два раза. Один человек настолько он все принял, а второй человек мне было очень печально, честно. Поэтому вот нам нужно вот себя самих смотреть. И самое лучшее, когда мы говорим, Господи, благодарю Тебя. Даже если тебе манную кашу дали с хлебом без масла, скажи спасибо. Аминь. Ой, ну что, все, не было. Вот так не надо. Аллилуйя. Если дальше мы идем, дальше мы идем, и мы не благодарим, тогда наступает недовольство и ропот. Это на самом деле тот дух, который мы не должны пустить. Я вас очень люблю, поэтому я говорю, хорошо. Вы не сердитесь на меня, ради Бога, пожалуйста. Недовольство и ропот. Аминь. Это на самом деле духи, которые пытаются атаковать каждого. Не будет исключения, мои дорогие. Ой, мы его пропустим. Ой, он такой хорошенький, и дьявол его. Ой, мы его не будем трогать. Нет. Они придут, называются они ропот и недовольство. Они вдвоем всегда. Аминь. Это уже что-то очень серьезное. Да. Давайте откроем числа. 11 глава. Народ стал с 1 стиха. Вообще вот в числах это идет как по нарастающей. Да? Мы должны смотреть и видеть, как образы, и нам нужно оттуда научиться обязательно. Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся на них огонь Господень, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь. Нарекли место сему Тавера. Тавера означает горение, горит, потому что возгорелся у них огонь Господень. И вот 4 стих. А я как бы скидывала стихи Писания. 4, давайте посмотрим внимательно. Посмотрите очень внимательно. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. А с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом? Угу. То есть, у меня, если честно, вопрос, что за пришельцы-то? Откуда взялись-то? Да что такое-то? Это кто такие? Это как понятно? Пришельцы. Мы видим, что какие-то пришельцы, это вообще это не народ Израиля был, это что за люди, это кто такие пришли? Я до сих пор, если честно, не знаю. Какие-то люди пришли и стали обнаруживать прихоти. Да, пришли. Это не Дух Божий, мои дорогие. Это не было внутри, вот это что-то пришло, мы видим, да? И они стали обнаруживать прихоти. А где мясо? А что мяса нету? Мы помним рыбу, которую там мы ели даром, а может дыни, лук репчатый, чеснок. И они начали там перечислять, извиняюсь, хотелки и так далее, величиной
перечислять. И вы знаете, что произошло? Вообще очень печальная история вот здесь произошла, да? Давайте откроем, все читать не будем, 11 главу дома сами прочитайте, хорошо? Мы откроем, вы знаете эту историю, что Бог услышал, Моисей, он говорил, что, молился за них и так далее, Бог послал им переговоров. Он дал им мясо, как им хотелось. Он дал им мясо. Они, извиняюсь за выражение, обожрались, да? Наелись от пуза. Простите меня, пожалуйста. Мясо было еще в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великой язвой. Представляете? Это 34 стих. 34, а вот 34 стих, это 33 стих, да? 34. От Киброт-Гаттавы двинулся народ по селов, и нарекли имя места сему Киброт-Гаттава, ибо там похоронили прихотливый народ. Представляете? Это вообще вот... Ой, мамочка, что-то так не хочется. Прости, Господь, пожалуйста. Чтобы мы туда не впали. И вы знаете, как переводится Киброт-Гаттава? Киброт-Гаттава переводится «гробы прихоти». Страшно. Гробы прихоти. То есть, когда мы начинаем быть такие прихотливые, неблагодарные, тогда это гроб. Дальше давайте посмотрим следующее, что происходит. Мы не будем останавливаться на 12 главе. На 12 главе, если останавливаться, там еще на Моисея стали катить бочку. Это Марьям, сестра родная. Да? Мы знаем эту историю. Вот. Вообще Марьям была старше Моисея, примерно, не знаю, на 7-8 лет, наверное, потому что она отнесла их туда к реке, он поплыл, его взяли, все. Но как она старше была, да, и мы знаем, что она была лидер прославления, так можно сказать, да, и она была с Аароном. Вы эту историю знаете, очень поучительная история. Нам туда не надо, Боже мой, я туда не хочу, Господи, прости, пожалуйста, очисти. Не надо нам туда. Аминь? В 13 главе опять ропот произошел. Опять тот же дух, это ропот был. Когда пошли 12 соглядатаев, потом они пришли и сказали: ой, мы туда не пойдем, это, и куда пастора понесло, какой мирный, мы что в мирном будем делать, как мы туда дотянемся, сколько финансов надо и так далее, и так далее. Вот не надо, мои дорогие. Бог что заказывает, то Он и оплатит. Аминь. Аминь. Мы маленьким своим коробочкой со своими ограничениями, давайте не будем ограничивать. Аминь. Не будем, как 13 глава, осматривать пошли, пришли, сказали, вот такая земля, все, и вся толпа сказала: нет! Аминь, мы не такие, хорошо? Скажи, мы не такие, соседу скажи, мы не такие. Если едем, значит все едем. Но имеется в виду, кто-то будет молиться, кто-то будет давать финансы, кто-то поедет на машине. Если кто-то едет в Чурапчур, значит туда. Аминь. Слава Богу. И следующее, что происходит, когда мы не остановились дальше, это ой, не дай Боже, но это вакцина. Аминь. Это вакцина. Давайте посмотрим. 16 глава. 16 глава. Там были 3 человека: Корей, Дафан и Авирон. Корей, Дафан и Авирон. Это уже конкретный бунт. 16 числа, 16 глава, с 1 стиха. Хорошо? Всю главу читать не будем. Вообще, если вы, все смотрите, да, много времени, да, Смотрите, Корей, что они сделали? Со 2 стиха: восстали на Моисея, с ними были сыны Израиля, 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые, собрались против Моисея, Аарона и сказали: давайте внимательно посмотрим, что за дух стоит за этим. Полно вам. То есть сказали: хватит, достали, надоело.
Все общество, все святые, все святые, все одинаковые. И среди их Господь, все спасенные, все рождены свыше, все слышат Бога. Почему вы ставите себя выше народа Господня? Это вот неправильно. Аминь. Это неправильно. Моисей, услышав это, пал на лицо свое. Он стал молиться за этих людей, чтобы, он как бы давал им шанс, вот, так не делайте, да. И вот, вы знаете, в 11 стихе написано так: что вы собрались против Господа? Зачем вы что Аарон? Что вы ропщите на него? Что вы в Аароне нашли плохого? И тогда послал Моисей позвать Дафана, Аверона, сынов, но они сказали: не пойдем. То есть уперлись рогом в землю. Вот упорство такое, да, и это неправильно. Нам нужно от этого отречься. Это вакцина. Я не говорю, что вы такие ни в коем случае. Хорошо? И вы знаете, вот у дьявола один и тот же сценарий. Один и тот же сценарий. Это с числа 11 довести до числа 16. У него нету, как сказать-то, фантазии или что ли, да, одно и то же. Вначале заглушить хвалу, благодарность. И все само собой звучит. Он не будет же сразу, человек сразу вот пам и стал такой корей. Нет. Это не происходит прям сразу, это происходит так продолжительно. И вы знаете, он же ходит как рыкающий. Он ходит как рыкающий, ищет кого поглотить. Нам не нужно ему давать место. Аминь. И давайте посмотрим еще один стих. Это Фессалоникийцам. Второе Фессалоникийцам. Какая характеристика у человека, который воссядет, и он будет сын дьявола? Вы знаете, что будет в последнее время такой человек, да? У него две характеристики, какой он, да? Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих. Написано: противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святым. То есть он противится. Вот что-то приходит, он противится. И второе, что он делает, превозносится. Что это Аарон? Это не от Бога. Аминь. И поэтому нам нужно понимать, у дьявола нам не безызвестны его умыслы. Мы должны понимать, чего он хочет. И самое лучшее, когда мы начинаем благодарить: спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе за церковь, спасибо за людей, которые стоят. Если мы думаем, что легко быть, хотя бы взять одну домашнюю группу, мы глубоко ошибаемся. Возьми, попробуй. Попробуй повести 3-4 человек, их когда увеличится. У меня на холодильнике сбоку висит такая бумажка, я там, поименно, и та домашка, которая была, и вот эта домашка, так пишу фамилии, там когда дошло до скольки-то, по-моему, до 18 человек, но с учетом которая уехала в Бурятию, наша сестра, да, с ними еще. Вообще у меня волосы дымом стояли. Господи, что делать, Господи, что делать? Потому что миллион проблем. Это не так легко. И потом, когда домашка поделилась: о, слава Господу, спасибо тебе, Господь, ты даешь спасибо. А если я начну думать, легко с 20, давайте 25 человек. Извиняюсь, пупок порвется. Честно. Правда, если относиться номинально, конечно, это номинально будет. Пришли там, что-то. Но это же ты участвуешь в жизни человека. Тебе надо подкорректировать. Это не так легко. Это самое тяжелое. Корректировать. Потому что, не всегда человек открыт к коррекции. Да ведь? Разные ситуации бывают. Надо как-то... И хочется, чтобы они поднялись. Для Господа вот это все. Не так быстро происходит.
как хотелось. Раз проснулся, и бац, они все служители. И такие все верные, и такие все. Ну, не бывает же так. Поэтому нам нужно быть благодарными за каждого человека. Аминь. И последнее, что я хотела бы сказать, это то, что нас очень благословляет. То, что благословляет. Я стараюсь, я не говорю, что прям все идеально, да, но я стараюсь идти вот в этом направлении. Это понять, что такое субординация. Это то, что благословляет нас, благословляет любовь, отношения. Вот это, что это такое, хорошо понимают военные люди и силовые, ну, в силовых структурах. Они хорошо это понимают. Мы этого не понимаем иногда. И тогда мы начинаем от этого страдать. Ну да, начинаем от этого страдать. Давайте откроем Матфея 10:41. Матфея 10:41. Я не скажу, что я прям пришла там в идеальное состояние, нет, но я стараюсь. Написано так: кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. Кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю, не потеряет награды своей. Это способность принимать человека не как человека, а как Божий дар для тебя. То есть ты видишь человека, да, это человек, он же, ну, не лошадь, он человек, вот человек, но ты видишь в нем дар Божий, который в нем, и принимаешь его в свою жизнь. Аминь? Потому что, когда мы не принимаем, мы тогда и начинаем. Тогда у нас не будет награды. Аминь? И с греческого слова, то есть оказывать честь, вот честь слова, да, это, я не знаю, как звучит по-гречески, ти-ми, что-то такое, да, это ценить. То есть ценить от слова и корень его ценность. То есть в человеке есть дар, и это ценно очень. Это нужно ценить. Аминь? Потому что в церкви Бог, Он Бог устройства. Он не Бог беспорядка, у нас тут анархия, кто что за что отвечает. Это такого, это неправильно вообще. Тут есть определенный порядок. Аминь? И когда мы сохраняем субординацию, тогда мы благословлены. Вот я не лезу в доме своем, говорю, Миша вот такая, стала я вот такая. И на него там. Он глава, он принимает решения. Зачем мне такие трудные решения? Я говорю, я вообще не знаю, ты решаешь жилищный вопрос. Моя часть молиться, я молюсь. Ты решаешь все жилищные вопросы на тебе. И я, если начну решать, извините, не туда приду совсем. Это не означает, что тебя задвинули. Это не означает, что попирание моих прав. Такого нет. Это наоборот благословение. Аминь. Когда мы сохраняем субординацию. Аминь. И мы можем этим насладиться. Ой, слава Богу, мне не надо вот это, мне не надо решать. Это его компетенция. Это не моя компетенция. Хорошо? Вот. И когда мы принимаем, тогда мы получим награду. Написано, истинно говорю, не потеряет награды своей. В нашем сердце мы должны различить, я принимаю вот этот дар в свою жизнь или нет. Нам нужно различить. Потому что мы думаем, а со мной все нормально. А на самом деле, может быть, и ненормально. Нам нужно различить. И самое главное, не вставать в позу. Нормально все со мной, что прикопались. Не надо так. Хорошо? Наши отношения, это не обязательно, как мы вот выглядим. Это наши мысли, да? Наши слова и наши поступки. Поэтому нам нужно очень внимательно посмотреть. И просто помолиться и сказать, Господь, если я чего-то не понимаю, возможно, как-то не понимаю, что это будет, ты покажи мне, что такое субординация. Я же не пойду сейчас к директору техникума своего, да, говорит так, под шпинком и там.
вот таким тоном чего-то говорить. Вообще, даже если он будет неправ. Аминь. Даже если он будет неправ, я не буду права, если я буду тоже вот так делать. Неправильно это, совсем неправильно, совсем неправильно. Вы знаете, самый яркий пример, как правильно поступать. Даже если ты видишь что-то в священнике, это Анна, которая молилась о своем ребенке. У нее не было детей, да? И она тогда пошла просить детей. Она стояла на коленях, плакала очень много, и она шепотом молилась. Или я подумал, что она пьяная, и он пришел. Да? И мы знаем, что в книгах, это, я думаю, что они тогда и все знали, что у Илии сыновья 2 сына было, Офни и Финеис. И они были очень нехорошо себя вели. Там они брали мясо, что-то у них там с женщинами происходило, да? И Анна тоже знала. И когда Илий пришел и сказал: ты почему пьяная тут, ты иди, освободись от вина своего, отрезвись, а потом придешь. Сделала так. Анна могла сказать: знаешь что, Илья, вот у тебя Офни и Финеис там. Ты какой священник вообще? Как ты можешь чего-то, кого-то еще, кому-то чего-то учить? Она могла бы встать и пойти. Она была бы права, что вот в том, что у него это есть, она констатировала этот факт. Но она была бы не права по отношению к священнику. Понимаете, да? Даже если мы что-то видим в священнике, это мы должны научиться у Анны. Мы не можем вот так вот делать. Вы понимаете меня? Я вас очень люблю, я поэтому говорю. Хорошо? Не потому, что я хочу бам, палкой по голове всем дать, всем так дать. Честно, я говорю, честно, я вас очень люблю. И поэтому, знаете, что она ответила? Она сказала: вот раба твоя. Вот раба твоя. Не сочти меня в полном уважении, пьяной, без такой нехорошей женщины. У меня нет детей, я молюсь Господу. Это сокрушило или и это что-то произвело, понимаете, правильное что-то произвело. Он помолился, и она получила свой ответ. Аминь. Если я в позиции Анны, я не имею права Илью чукать. Аминь. С Илией разберется, с Илией сам Бог разобрался, к сожалению. Знаете, почему он разобрался с Илией? Потому что Илия знал, что у него там 2 сына такие. И он так, ты знаешь, что-то вот слухи такие какие-то не очень ходят. Не надо так делать. Все, что он сделал, они продолжали. Все это видели. Богу это не нравилось. Он должен был сделать что-то. В его это власти было, в его это было компетенции. Не надо было на кого-то перекладывать либо что-то вот это, да? Поэтому если или там Бог разбирается, это не надо туда лезть. Аминь. Мне очень тяжело говорить, я боюсь, что вы меня сейчас палками закидаете. Но я, правда, мне Бог сказал, как сказать. Как если закидает, не бойся. Не бойся. Ощущаю немножко такое, так немножко это. Но я верю, что вы меня понимаете. Я говорю, потому что я вас люблю. Если перед тобой учитель, и учитель может быть неправ, и ты ученик, либо студент, ты не имеешь права вот так, даже если он не прав. Так бывает. И что? Если я, например, подчиненный мне есть директор, я никак, не повернется у меня язык вот так разговаривать. А что это? Что это? Вот так. Это что, за дух такой? Это неправильно что-то. Аминь. И еще последнее, мы на этом закончим и помолимся, это кроткое сердце. Кроткое сердце. Это дерево жизни.
Аминь. На тебя, может быть, наорали, накричали. Ой, вы знаете, у нас на работе, вот так, потому что все начальники, я смиряюсь, вообще смиряюсь. Так и хочется. У меня же тоже плоть есть, я же не дух. Плоти мало, ну, имеется в виду весовая категория, но она же есть. И так и хочется на собраниях. И сидишь такой красный, и говорю, Господь, что-то вот мне нельзя. Господи, помоги. Аминь. Аминь. Поэтому погладь своего соседа, так, погладь. Скажи, это хорошая медицина. Она потому что любит, не хочет, чтобы так было. Аминь. Это не палка. Я очень прошу во имя Иисуса. Хорошо? Вот. И давайте мы тогда сейчас помолимся, если вы согласны. Если вы согласны, и это отзывается в вашем сердце, тогда, давайте помолимся. Господь, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа из Назарета, мы сейчас приходим прямо сейчас к Тебе, Господь. И мы просим Тебя, Господь, если мы где-то растратили и утратили силу благодарения, Господь, за церковь, за служение все, за пасторов, Господь, за наших родителей, Господь, за нашу работу, Господь, за всех, кто участвует в нашей жизни, Господь. Если мы растратили эту силу, Господь, нас выправи, Господь. Выправи, Господь, во имя Иисуса Христа из Назарета, Господь, чтобы мы не только знали что эту силу благодарения, но чтобы мы ее применяли, Господь, во имя Иисуса Христа из Назарета, Господь. Мы просим Тебя, Господь, если мы находимся где-то, что мы оцениваем, Господь, и троечку ставим, Господь, Тебе это не нравится, Господь. Пусть так не будет, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Если мы впали, возможно, в ропот, Господь, что-то вот не по незнанию, не специально, Господь, не потому что мы так есть специальные вот такие, Господь, очисти от этого, Господь, очисти от этого духа, Господь, во имя Иисуса Христа. И ни в коем случае, Господь, мы не хотим, чтобы был дух Корея, который упорствовал, и из-за упорства своего он не покаялся, Господь. Мы так не хотим, Господь. Чтобы не было Дафана Корея, Аверона, Господь, во имя Иисуса Христа из Назарета, Господь. Научи нас, Господь, ценить, научи нас воздавать честь, Господь, научи нас субординации, Господь, во имя Иисуса Христа из Назарета, Отец Небесный, во имя Иисуса, Господь. Пусть сатана, он не навредит церкви, Господь, не навредит, Господь, во имя Иисуса. Если кто-то начинает говорить, критиковать, и ты чувствуешь, пусть мы не будем в этом участвовать, Господь, во имя Иисуса Христа из Назарета, Господь. Аллилуйя. Аминь. Спасибо вам. Спасибо, Любовь Романовна, Александра Савична, что вы что послужили словом. Я просто попытаюсь, знаете, резюмировать. Первое слово было о дружбе, второе о благодарности, с таким веселым дополнением. Можно было просто, знаете, закончить просто: друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий, верный друг, да? Посмотри на соседа и улыбнись ему. Улыбка — это хорошо всегда, она всегда возвращается к тебе. Так вот, можно было на этом закончить, знаете, даже, как сказать, наверное, дружелюбный человек, у него и есть благодарность. Это, знаете, в церкви хорошо культивировать нам самим, что Библия говорит, будь сам дружелюбный. То есть приходи с таким настроем, поприветствовать кого-то, поздороваться. И оно где-то будет. Человек дружный, у него и благодарность будет, за тебя просто. Я вообще, Господь солнышко дал, дышу, не бомбят, не живем в горячей точке или еще где-то. Но если есть чему исправляться, конечно, слава Богу, что Господь Духом Святым, Он же не исправляет нас даже через проповедь, чтобы нас опечалили. Даже если печаль, Библия говорит, это печаль к тому, чтобы мы увидели, в себе посмотрели, есть ли там что, с чем, чтобы Бог убрал. И прямо вот хочу уж извините, да, прежде чем мы закончим и прославим Господа, смотрите, ой, где-то только что было, да, вот здесь. В Галатам 5 главе
там говорится о делах плоти, там говорится и о делах духа, что тоже очень важно и хорошо, но прежде чем дела, то есть плоды духа, прошу прощения, да, у духа именно плоды, что делать, именно у плоти дела, почему? Потому что плоть пытается что-то доказать, она активна, что-то куда-то движется, шевелится, а дух, он уже строит, уже, знаете, как сказать, взращивает. Так вот, дела плоти, когда мы читаем, дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, заслужение. И вот мы все это читаем, как бы, ну это, конечно, как бы вот, ну, грешникам же, мы тоже праведники, да? Волшебство это вроде как бы не нам, да? Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, а вот здесь где-то уже можно и себя, где-то нечаянно, да? Ну а что, мы не враждуем, бывает, да, или у нас нет, мы не ссоримся в семье где-то, да, где-то в церкви между там друг другом, где-то гнев проявляется, разногласия, а если вы не согласны, еще что-то, ну да ладно, там опять начинается ереси, ненависть, фу, ну там дальше уже точно нет, да, уже там, я не зафиксируюсь, да, убийство, пьянство, и вот последнее, это то, о чем Александр Савич, бесчинство. Знаете, что такое бесчинство? Это когда люди не разбирают чинов. Сегодня слово было субординация, я специально зашел. Я смысл как бы его понимаю, в общем, да, но я зашел в Википедию и сказал, простое объяснение, подчинение. Субординация это подчинение. А подчинение, что это, когда ты понимаешь порядок, где ты не приходишь со своим уставом там, или как знаешь, калашный ряд, там, как бы, да, то есть ты понимаешь, как бы, люди, когда обращены, они приходят, они начинают заходить в церковь. Чего как это вот там вести, по-моему, люди все приходят в новое место, они как бы пытаются понять, а вот здесь руки поднимают, вот так делают, раз, два, вот как бы, вот так, как бы, да. Но потом кто-то осваивается или еще что-то. Бесчинство это когда я потерял как бы относительно, а как здесь вот устроено, как здесь, какой устав здесь, знаете, такое выражение, да, со своим уставом по монастырям не ходят. Поэтому бесчинство это когда люди не понимают, когда они теряют это непонимание, когда у них дружественность и с благодарностью, тогда они начинают что-то там свое. И дай Бог, потому что, смотрите, закончено, да, я чуть-чуть не закончил. Потому что очень нужно быть внимательным, испытывать себя, проверять себя, судить себя. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так, то есть он перечислил все, там убийство, и зависть, и ссоры, и блуд, но и бесчинство, оно там же, кажется, какое-то мелкое, маленькое бесчинство. Но Царство Божие не наследует. Это не только говорится за какие-то огромные вещи, а вот за простое. Где-то вот у меня не было мира, шалома, где-то это дружба Божья, как, знаете, ну, если мы друзья Богу, мы друзья друг другу, тогда. Аллилуйя. Пусть Дух Святой поможет нам быть дружественными, чтобы и мы не бросили друга, и друг нас не бросил, и лишнего не спросил. А другу не нужно спрашивать. Он может покрывать, он может благословлять, он может верить, не сдаваться, не унывать. Мы будем сейчас, как и дальше, мы продолжаем с вами. Где-то Людмила Арсеньевна уже куда-то ее... Вы там сидели, друзья сказались, да? Да, пожалуйста. Там мы будем собирать жертву, но, прямо хочу сделать акцент, мы молиться прежде всего будем. Если вы читаете книгу Деяний, то, потому что акцент это не деньги, как сегодня говорилось, это отношения. Это прежде всего отношения. И наше отношение, это что мы хотим простираться дальше, чем мы находимся, дальше нашего комфорта, дальше наших где-то желаний, Божьих желаний, конечно. И в Божьих желаниях Он может дать нам и силу, и возможность, как было сказано сегодня, что то, что Бог заказывает, Он оплатит. Поэтому это не здесь сила в этой плате, здесь сила согласия, здесь сила веры. И помните в Деяниях, Петр, когда он пошел в дом Корнилия, почему он пошел в дом Корнилия? Дом сотника. Я сегодня, прям, знаете, слышал историю про этого сотника. Я так, у меня православное радио есть, машина ловит нас. Японское радио, ничего не ловит, но православное радио поймало. И мне это нравится, знаете, слушать такие рассказы, как бы, про сотника, который, на самом деле, этот Корнилий, это тот же самый Корнилий, который стоял перед крестом, когда проткнули Христа, ему ребро копьем, и он сказал, истинно это Сын Божий. Это тот же самый Корнилий на самом деле.
И этот сотник потом, есть историческое, знаете, такое библейское такое трактование, что он потом отрекся, он оставил военную службу, и он стал последователем Христа, он стал одним из учеников, отправился проповедовать в Каппадокию, и там его по приказу Понтия Пилата казнили. Так, в том, что они крестились Духом, Дух Святой сошел. Почему? Потому что две вещи: Петр молился и давал. Вы помните? Потому что он сказал: увидел твои, Бог услышал твои молитвы, и даяния твои были замечены. Поэтому прежде всего мы помолимся сейчас. Мы помолимся сейчас, знаете, как сказать, двойной, что ли, молитвой. Я попрошу Нура, в Киргизии говорят так: Айнура Джет, тетя Джет, да, пристать, вперед даже, если выйти, не стесняйтесь. А она приехала сюда на медосмотр, возможно, какие-то медицинские, мы хотим помолиться и благословить. Она вот сегодня прям живой представитель Мирного. Мы верим за поездку в сторону Мирного и все, что там. Мы сейчас помолимся за сестру, помолимся за поездку, для нас говорит, нарядные руки возложишь. Давайте помолимся за сестру, а потом и за все, что связано с Мирным. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя, Господь, за драгоценную сестру, которую Ты привел сюда, Господь. Благословенно, Господь, просто прекрасно. Ты довел ее, Господь, и мы рады, что она здесь. Это ее первый приезд и груз, Господь, мы верим, не последний. Чтобы, Господь, он был так благословен, чтобы это отпечаталось, Господь, в ее сердце, в ее душе, в ее разуме, Господь. Благослови ее обильно. Благослови, Господь, ее от самой макушечки, Господь, до пят. Все, что касается медиков, все, что касается врачей, Господь, их диагнозов, их уст, Господь, их того, что нужно, Господь, чтобы они приложили, Господь, свои руки, и чтобы это было под защитой крови Иисуса Христа, Господь, с мудростью. И мы прежде всего провозглашаем, чтобы было, Господь, по Слову Твоему, чтобы Слово Божие пришло прямо с неба, Господь, и все, что необходимо, было произведено, был поставлен правильный диагноз, и все, что должно было быть сделано, оно будет сделано, ничего лишнего. Благодарим Тебя, Господь. Спасибо Тебе, нашу драгоценную сестричку, и в ее лице, Господи. Мы молим, Господь, за Мирный, за всю эту поездку летом, Мирный, Кызылсыл, Бердикештяк, Чурапчак. Господи, что Ты знаешь, каким образом, как, какие люди, какая команда, Господь, но также, чтобы церковь, она могла получить, Господь, это в сердце слово от Тебя прежде всего. Это слово, Господь, поддержки, это слово согласия не потому, что люди говорят или призывают, а потому что Ты покажешь, Господь. Покажи то, что Ты хочешь показать относительно, Господь, всей этой работы летом и всего, что для этого необходимо. Обеспечение финансов, Господь, ангельского, Господь, ресурса, сверхъестественного духовного, Господи, ресурса. И, Господь, согласие. Ибо написано, где двое или трое согласятся, чтобы было согласие на волю Божью всей Божьей Церкви во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Давайте встанем наши прекрасные ноги.